Салам алейкум, дорогие подписчики. Я хотела рассказать вам, что у меня это похож было или есть на это характер Сальман Фарси, который он это из это Иран поехал, принял ислам, и что мне похож на Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб, он до этого, что не был мусульман, он не признал это идола, он не поклонял идола, которые поклоняли это арабы. А я тоже до того, что еще не знала, что это ширк, это как это сотоварищи. У нас это при СССР, когда мы в Узбекистане это путешествовали с папой, мама, с родителями, они как это вокруг этой могилы ходили, они как это спросили у этой могилы, разговаривали с этой мертвые люди, да. У нас это сотоварищи считается. Потом я знала, и такое не признала до этого. Талисман тоже они носили, тоже я не признала. Я думала, что это неправильно делать. Потом, когда я учила ислам, знала, что это как ширк, да, сотоварищи. Это Аллах прощает все это грехи, а сотоварищ не прощает. Вот, это у меня похоже на Али ибн Аби Талиб, не признала. А вот то, что похоже мне на Салман Фарси, это сподвижник пророка, он был из этой Белади, это из этой страны Иран, он персиязычный, он был это, его это предки были агонопоклоняющие. Он это не признал агонопоклоняющий, он не признал тоже как поиск истины, как я, тоже не признал он это христианство, католические, как я не признала это, и коммунисты. Я была воспитана в школе СССР, я не признала коммунисты. Я думала, что они неправильно они нас учат, что религия это яд, это для народа, и религия это вред для народа. Тоже я не признала коммунисты СССР. Я учила, получила знания, но я не признала это система, это, которая была при СССР, что религия это яд, как это вред для этого народа. Не признала тоже. Это у меня похоже на Салман Фарси, тоже был в поиске истины. Аллах мне как направил, облегчил меня, как это в сура Ан-Ам, 6 сура и 125 аят сообщит, что из какого Аллаха наставил на истину, он облегчает человека, это скрывает для этого человека это истинный путь и облегчает это, дойти до этого пути. Вот я дошла, искала и нашла, как это Салман Фарси. Вот что у меня похоже на Салман Фарси, что у меня похож, характерно это Али ибн Талиб. А Салман Фарси, он приехал, это как он потом дошел до пророка Салам, а до того, что он это еще не доехал до этого арабских стран, до этого наш пророк Салам, ему это христианин, один такой чистый христианин, истинный христианин, он сказал, что ты это, если не веришь в нашу это, вот эта вера, это родился, появился один пророк Мухаммад по имени Мухаммад, Амин еще его называют. Может быть, его вера тебе это нравится, подходит. Ну, езжай туда. Потом приехал он в Саудовской Аравии, там рассказали это, какие симптомы, признаки можно узнать про пророка Салам. У него объяснили, что три это симптомы, признаки есть у пророка Салам. Признаки, да? Как отличать его от этих сподвижников? Это первое, что он всегда с улыбкой разговаривает с людьми. С улыбкой пророка Салам. Да, благословить, приветствовать его Аллаха. Он всегда с улыбками разговаривает с людьми. Еще у пророка Мухаммада Саласам у него это, он принимал это подарка и не принимал это садака. Кто это садака дали, он не принимал. Он взял бедному, раздавал, а подарок он принимал. А третий, что у него это был, это, как это, на спине между два это ребра, у него на верхней части, у него были это, как это, пятно, как это, печатка, как это пятно, от это, как это, что сообщит о том, что он пророк, последний пророк этой нашей религии. Вот. Потом он это пришел, а у арабов было такое обычай, что вот они белые это ткань, они вот это на себе всегда они носили, что как это, куда нету это место, где постелили это для этого намаз. Как это ковер маленький, да, намазлык, это джой-намаз мы говорим. Вот это с собой всегда носили. А он, это Салман, он пришел, вот так смотрит, он это два нашел, это признак пророка, да, по этой его, это, как это найти его, узнав пророка, да, а третий он ищет, это как это посмотреть на его, потом пророк сам он снимает, вот так говорит, этого ищешь, иди смотри, говорит. Он потом подходит и подошел и посмотрел, говорит, да, ты, говорит, этого ищешь, а ты откуда к нам приехал? В связи с чего ты к нам приехал? Он говорит, я приехал, что у вас истинная эта религия, приехал принять вашу религию. Он принял ислам, стал мусульманином, даже пророк сам это считали его, это один это член его семьи, даже у него есть пророк сам это хадис, что это Салман из этой член моей семьи.
Вот. Потом он возвращался к своей родине, это Иран, и распространял религию между своего народа. Вот. Он был это огнепоклоняющий. Если был это поклоняющий, это вера, если истина, почему он поехал, искал эту истину? Вот такой вопрос. Почему он поехал? Дальше. Католика ему не нравится, католические, христианство ему не нравилось. И в итоге он потом нашел свою эту душу, успокоился и остался в исламе. Я тоже видела, как они вокруг как могилы ходят во время СССР, как талисман они носят. До сих пор талисман тоже люди, которые носят, да? Я таких думаю, что неправильно они делали, не принимала. И в СССР так нас это воспитывали, что нету религии аузбилля, паси, астахла. Не существует религия, как это природа сама по себе это появилась. Как природа сама по себе появилась? Мама забеременеет от мужа, да, и рожает ребенка, да? Мама это рожает ребенка, ребенок появился от этой мамы. А как это природа сама по себе появилась? Еще нам это всегда сказали, что этот человек это появился от обезьяна. Если от обезьяны, почему сейчас от обезьяны это человек не появится? Это всегда было мысль мне в голове. А потом учила ислама, узнала, что человек не обезьяна, а обезьяна это люди они стали это обезьяны. Сура Калава же есть, как они обманули Аллаха, как они как это оскорбляли, как они издевались над Аллахом, потом Аллах это превратил их обезьянок, сура Корова это сообщит. Наоборот, это люди стали обезьяны, превратил Аллах их обезьяна. Они, люди, это как это появились от обезьяны. Когда я учила, потом знала, что неправильно нас как учили в СССР. Вот поэтому, так что похож меня где-то на Али Радиалон, где-то они мне похожи на Сальман Фарси. Так что спасибо за внимание. Не забудь, пожалуйста, подписаться, ставить лайк и поделиться. Благодарю еще раз за внимание.